Рике. Это как будто Господь все делал, знакомство с Рикой, это все на место. И оттуда моя жизнь была более-менее нормальный стиль жизни. Студент, люблю Господа, все хорошо, есть Рика, есть учеба, молюсь много. Это еще как нормальной жизни. Но все поменялось, когда я пошел на лидерскую школу определенную. Помнишь, Рика Хэтфилд, лидерская школа. А там, окажется, они говорят о крещении. И я узнаю, что я еще не крещен. Я тогда только принял водное крещение. Но вот это был уровень. Что-то другое произошло со мной на этой лидерской школе. Я посмотрел фильм. Этот фильм был запрещен в Южной Африке. Cry Freedom. Помнишь, Рика? Этот фильм говорит о том, что делал белокожие люди против чернокожих в заключении. И я не знал об этом, потому что я был часть, скажем, мы все белокожие, как часть элита в ЮАР. Все хорошо, жизнь прекрасна для нас, да? Машины, дома, все здорово и нормально идет. И тогда, когда я посмотрел этот фильм, они прямо на школе показали его. Сколько людей в заключении погибли в Южной Африке, чернокожих. Этот погиб, причина упал. Там этот погиб, причина упал. Какие-то глупые причины. Погибли. Мои глаза стали открываться против греха апартеида. Я стал задать вопросы, я стал понять, что что-то не то. И мы должны для себя понять, что если у тебя есть свой собственный холодильник, то ты являешься одним из 5% самых богатых людей на земле. Если у тебя есть свой собственный холодильник, если у тебя есть горячая вода и так дальше, много всего, что мы имеем, то мы понимаем, что мы находимся в маленьком проценте людей на этой земле. Есть другая страна монета. Миллионы и миллионы. Сейчас 1 миллиард, которые сегодня голодают, постоянно голодают. Торговля людьми считает, что около 20 миллионов, возможно 30 миллионов рабы есть сегодня. Это все происходит из-за того, что есть рабство. Дети, которые сами продают своих детей или крадут детей. И всякие ужасы, которые происходят. И мои глаза стали открываться. Я понял, настолько прекрасна была моя позиция, но это ради чего-то. Я не могу просто продолжать так жить в своей хорошей жизни, не имея огромного влияния на людей, которые жутко страдают каждый день своей жизни. И для них такие мечты, как просто идти погулять или в ресторане сидеть с семьей, или просто даже гулять в парке, или делать такие вещи, они даже об этом не думают. Сегодня есть люди, и они в наследство получили долг. И они работают для того, чтобы оплачивать долг, получают $2 в месяц. $2 в месяц они оплачивают долг. Многие из них неграмотны, не знают, сколько они должны. И они просто работают год за годом, потому что в наследстве они получили долг. И бывает так, что они всю жизнь работают в рабство, и долг передается их детям. Это есть реальность вокруг себя сегодня. А я, находясь в Африке, где есть столько слез, столько проблем, я просто как прекрасно жил. Но после этого фильма, после того, как Дух Святой открывал мои глаза, то до сих пор я не могу просто хорошо жить. И ты не можешь просто хорошо жить. Знаем ли мы, что Господь хочет нас благословить? Он хочет. Но это для того, чтобы быть благословением для других. И так же, как Он хочет нас благословить, папа, мама, дети, радуемся вместе, в гости ходим, все эти моменты, то Он хочет этого для всех людей на земле. И что-то стало подниматься внутри меня, чувство миссии. Тогда Господь мне сказал, что я должен идти учиться в библейской школе Рема. И это 2 года учеба, 92-й год и 93-й год, поменял мою жизнь. Я помню, когда я сказал Рике об этом, и она плакала. И у нас было ощущение, что никогда у нас больше не будет нормальной жизни. Просто нормальной жизни. Мы живем, да, ходим на воскресные собрания по воскресеньям, потом работа, свои вещи, какое-то служение свое маленькое, да. Мы в духе, мы поняли, что сейчас раз и навсегда что-то поменяется. И я стал трудиться, как никогда в своей жизни. Первый год я еще в университете учился днем и вечером в другом городе, 5 дней в неделю учился. Я стал потерять вес. Рика знает, я был такой худой.
то сейчас мой вес 85 килограммов, тогда был 73. Рост то же самое. Я почти не ел, я просто работал. Университет и библейская школа, университет, библейская школа. Потом работа уже с отцом, библейская школа. Потому что у меня было чувство миссии внутри себя. В течение этих 2 лет Слово Божие утвердилось во мне. Так, чтобы я никогда не поставил под сомнение Его Слово. Его Слово верно, Его Слово никогда не меняется. Когда Его рема, Слово действует в нас, то мы никогда не можем просто нормально жить. Мы имеем небесное призвание от Господа. Это был 92-й год. 92-й год известен в библейской школе как год распятый. Что такое год распятый? Прежде чем ты увидишь благословение, воскресение, и все, аллилуйя и аминь, то тебе нужно умирать для себя. И проблема людей, почему они не видят благословение, воскресение Иисуса в их жизни, это из-за того, что они еще не пошли на крест. Они еще не отдали себя Господу, еще не отдали свои желания Господу. И 92-й год, это был год распятый. Трудно, но ты понимаешь, каждый раз ты говоришь: да, Господь, да, да, да. И я сказал: Господь, готов, если это Твоя воля, никогда не жениться, не иметь детей, не иметь все эти роскоши, которые мы имеем. До сих пор, почти каждый раз, когда я открываю душ, и горячая вода идет, я говорю: спасибо, Господь. Когда мягкий кровать, матрас, подушка, здорово, всем спокойной ночи, все спокойно. Это огромное благословение. Это все равно благословение, которое даже цари не имели, да? Какой-то царь 500 лет назад, у него море золота, но ты не знаешь, где другие удобства находятся у него, да? Это у нас, мы живем в роскоши. Все прекрасно у нас, да? Столько мы имеем, да? Там на кнопочку нажал, у нас все есть для того, чтобы быть благословением для народов. И я просто все отдал Господу в март 92-го года. В течение недели Господь мне говорит место Писания. Я не знаю, что там написано. Я открываю апостольское служение. Мой друг подходит ко мне. Он был такой супер христианином. Ты помнишь, Рика? На уровень выше меня. Его зовут Корей, его фамилия Юга. Другой мистер Юга. Даша, да. Но он настоящий ходатай. Он говорит: давай помолимся утром. Так рано утром, что я еще не встал. И тогда он уже поехал столько-то 30 километров на машине, и он разбудил меня. Я такой: алло, слушай, какое время, да? Он просто духовный, он как ангел. Сияет как ангел. До сих пор мы друзья, и он оставляет служение в YWAM Претория, сейчас он начал. Вот огромное вдохновение для меня. И он подходит ко мне в течение недели. Это была первая неделя, март 92-го года. Он говорит: твое призвание, ты апостол. Я говорю: что такое апостол? Я не знаю, что такое апостол. Господь дает мне место Писания. Открывай здесь Библию. Это было, по-моему, Деяние 12:5. Я не помню. Открывай там: апостол, апостол, апостол. И он говорит: как подтверждение. Как подтверждение. Я был в университетском городе. Он мне говорит: как подтверждение, сейчас иди туда, в определенное место, университеты. Там сейчас будет женщина в красном платье. Это как подтверждение. Пошел туда. Вот она там, женщина в красном платье. Такие вещи. Я апостол, хорошо, что это значит? Я помню, как мы гуляли с Рикой. Я сказал: ты знаешь, Рика, у меня такое ощущение, что страна, куда я призван, это не ЮАР, и это не очень легкая страна. Ты помнишь, Рика? И все, Господь стал открывать. И ровно 7 месяцев был снова энкаунтер с Богом. 2 октября 1992 год. Когда Господь настолько сильно вошел в комнату мою и сказал, что ты призван в России. Ты призван в России. И я вам уже сказал об этом много всего, тогда произошло. Но Господь мне сказал: не надо работать с какими-то миссиями. Я не понял, почему не надо работать с какими-то миссиями. Я не понял, что рождается новая организация, новая, хотя я не имел представления об этом. И все началось. Все началось. Родилась Mission Russia, миссия России. Это был 92 год. Библейская школа 93 год. В конце 93-го года, после библейской школы, я был так устал, что после учебы мы поженились с Рикой пару недель после вручения диплома, что даже на медовый месяц я был устал, я столько спал. Я просто устал. 2 года учебы. Поженились, и теперь мы готовимся для России.
готовимся для России, работу с отцом, занимался бизнесом с отцом. Это было тоже чудеса конкретные, как мы выиграли огромный тендер государственный. Божья рука на нас снова сверхъестественным образом. Это государственный тендер, и до сих пор еще заказы идут от департаментов. А что я знал о его области работы? Это спецкомпьютерный IT область, я ничего не знал об этом. Ничего не знал. Но Господь дал мне благодать, чтобы говорить с правильными людьми, правильно вести переговоры там с кем-то. И когда начинает задать вопросы, я просто говорю: держите линию, пожалуйста, я вас перевожу к отцу. Я вообще не знал, о чем речь идет. И до сих пор. Но Господь благословил. Господь благословил 94 год. Был первый раз, когда мы поехали в Россию. Но до этого 93 год был год Духа Святого. Это был год Духа Святого и год послушания. Год послушания. Мне был тогда уже 22. И год послушания. Я был у родителей в родительском доме. Все оплачено. Обеспечение полностью есть. Плюс стипендии огромные есть. Деньги. Я мог купить себе машину. Да? Все здорово. Потом Господь мне говорит, что я должен уехать от своих родителей, хотя мы имеем прекрасные отношения, жить отдельно и оставить учебу. И оставить учебу, это уже нелогично, это уже неразумно, это не очень мудро. Но Господь сказал. И Он мне говорит: Юга, если бы я сказал тебе сейчас строить корабль на сухой земле, ты был бы послушен? Я говорю: да, Господь. Он говорит: так что я ожидаю от тебя послушания. И Он тогда мне сказал: это не последний раз, когда я буду ожидать от тебя послушания, делать то, что нелогично, но мой дух говорит. И, конечно, это было, как они говорят, бомба. Это была бомба. Оставить учебу, 3-й год учебы, огромные стипендии, надо было вернуть все эти деньги. Это было что-то, и теперь я никто, тем более уехать от родителей, отдельно жить. И смотришь назад и думаешь: мамочка, но тогда была благодать от Господа, отдельно жить. Я вам рассказал, впервые в жизни я стал смотреть, сколько стоит баночка кукуруза, да, и радовался, когда на пару копеек или центов меньше стоит баночка кукуруза. Впервые в жизни я молился. Там я понял о важности десятины. Слушал проповедь Бенихина. Просто отдай десятину того, что есть у тебя. У меня не было денег, чтобы отдать десятину. Но у меня все-таки были вилки и ножки. Я просто брал 10-ю часть, одежду, кому-то отдал, и началось. Вы помните машину, как я возлагал руки на машину, и когда машина стала ломаться, и Господь сверхъестественный подряжал машину. Но это было самое главное, год Духа Святого. Аминь. Господь вложил сострадание для людей, для народов, которые страдают, которые бедствуют, которые голодают. Сегодня 1 миллиард на земле, навсегда, в сердце моем. И тогда наступил 92-й год. 92-й год, мне 21. И в течение недели Господь мне говорит, что я призван быть апостолом. У меня в своей жизни было и есть до сих пор друг. Его фамилия Юга. Я Юга, его фамилия, он мистер Юга. Его зовут Кори Юга. Он как ангел. Когда я еще хочу молиться, он уже давно молится. Когда он мне говорит: слушай, давай утром молимся, у меня библейская школа есть, учеба есть, тогда он хочет еще в 6 утра молиться. Я сказал: слушай, давай у меня, чтобы ему нужно было собираться и далеко ехать до меня, да? А он добирается до меня, я еще сплю, да? В университете он такой духовный человек, и он сильно поднимал меня. Сегодня он возглавляет YWAM в Притории. Вы знаете YWAM, служение молодежной миссии. Он так любит Бога до сих пор. Он такой поклонник. Хотя в университете я помню, что он слышит такую тяжелую музыку Петра. Но это хорошие. Но слова, он говорит: слушай, слова прекрасные. И он играет. Я говорю: слушай, Кори, я слова не понял. Он говорит: так здорово. Он такой человек, и он вложил в меня. Он вложил, и до сих пор он молится за меня. Сегодня у него уже, по-моему, 7-й ребенок. И 2 двойняшки у него. 7-й ребенок, 2 двойняшки. Вот это да, Юлия. Вот, может, кому-то принимает как слово для себя. Здорово, просто дети вокруг. Молодец. И Господь дал ему быть в моей жизни. И до сих пор молится за меня. И тогда в течение 1 недели, март месяца 92-го, 1 недели марта, он подходит и говорит: Юга, твое призвание апостол. Он все время с Богом говорит: ты призван быть апостолом.
Я где-то молюсь на территории университета, и Господь мне говорит, место Писания, не знаю, что там написано, открываю, апостол. Господь мне говорит, как подтверждение, сейчас есть женщина в красном платье, которая там находится, в определенное место. Я туда иду, я туда пошел, вот там стоит женщина в красном. Просто в течение одной недели Он призывает меня к апостольскому служению. Это начало 92-го, находясь в библейской школе. И это был год распятый для меня. В библейской школе есть 2 года. Первый год – год распятый. Второй год – год воскресения. Потому что у нас, мы хотим все благословения воскресения, но мы не готовы умирать для себя. Мы не готовы каяться, мы не готовы отказаться от каких-то привилегий, которые Господь нам дает. И в течение этого года я сказал, Господь, если это Твоя воля, чтобы не было ни жены, ни мужа, ни детей, ни горячей воды, ничего, то я готов. Я готов. И ты знаешь, это нелегко, это не просто так. Но любовь к Господу заставляет тебя, ради тебя, Господь, все, я готов. Я был готов тогда, чтобы поехать в Вьетнам рюкзаком, просто проповедовать с поселка в поселок. И мой вопрос к тебе, был ли уже такой момент в твоей жизни? Или всегда поставил ли ты условия Господу? Господь, буду служить тебе, но тем не менее, хочу, чтобы всегда было так у меня. Или был момент, когда ты сказал, Господь, все, я даю все. Если ты говоришь, что угодно, вот я. Надо, чтобы был такой момент в твоей жизни. 93-го, и в конце 93-го мы поженились в Риге. И ты знаешь, я был так устал после библейской школы, потому что учился в 92-м каждый год еще в университете, и вечером 5 дней в неделю в другом городе учусь. И в 93-м работаю каждый день и каждый вечер в другом городе, через пробки, 5 дней в неделю служу в библейской школе. Сейчас мой вес 85 килограммов. Тогда было 73. Я был такой худой, потому что не ел, я только работал. Была жажда по Господу. И эта жажда была вроде ненормальной. Давай, что ты скажешь? Ненормальный. Друг моего отца, мы на отпуске, море рядом. И там море, все на пляже, декабрь, это как август здесь, чудесное море, берег. И я лежу в своей комнате, читаю Библию. Мне не нужно никакое море и волны, и все моменты, и солнце. Я читаю Библию. И я слушаю, друг отца был у нас. Он был одним из главных теологов университета Претория. И он говорит, не переживай, это пройдет. Это был 91 год. Я вам говорю, спустя 20 лет это никогда не проходит. Огонь для Него, любовь для Него, для слова Его, молитвы, поклонения. Никогда. Пусть никто тебе не скажет, это просто первая любовь, потом ты будешь уже нормальным человеком. Потом, это значит, ты просто отступил, нормальный человек. Ты просто отступил, ты просто стал теплым. Но если у тебя есть обычное, нормальное состояние, твое сердце будет гореть для Господа. Аминь. Я пропустил один момент. Мне был 17, это был трудный год. Было с подругой. И однажды отец подходит ко мне. У нас была ссора, были моменты, крики. И подросток, который еще себя не нашел, да. Отец приходит в мою комнату. Он говорит, ты знаешь, Юга, почему мы живем? Я говорю, нет. Он говорит, мы живем для того, чтобы служить другим людям. И настолько неромантично это звучит для меня. Служить другим людям. Что есть в этом? Что привлекательное есть в этом? Но его слова через время нашло свое место. Это один из его ключей для успеха в бизнесе тоже. Я сказал, отец, реклама, пусть все знают, давай там. Он говорит, Юга, надо служить клиентам и дать самое лучшее. И тогда будет хорошая репутация. И больше будут обратиться к тебе. И я просто вижу, как он служит людям, клиентам, как он дает самое лучшее обслуживание. И есть много клиентов. Друзья, мы через пару минут помолимся вместе. Но я хочу сказать, что после этого был испытание и взрыв.
Мы поехали в Россию в 94 году. Ты знаешь, где мы проводили первые 3 дня своего служения? Да, в тюрьме. В тюрьме. И когда ты находишься в тюрьме, это город Зилупей, на границу с Латвией, то это проверка для тебя, призван ли ты или нет. Таможенные на Шереметьево, это было настолько страшно для нас. Да? Советский Союз почти еще, 94 год, таксисты, которые дерутся как собаки, да? Мы говорим там кому-то, может быть с вами, они дерутся просто. И для нас это было как другая планета. Другая планета. А потом в тюрьму еще посадили. И я просто понял, конечно, 3 дня это такой маленький срок, но когда ты там находишься, и нет документов обратно в Россию, и нет документов для Латвии, и никто тебя не ищет, все, то это ощущение страшновато. Помню, был человек на велосипеде, мы смотрели через решетки на него. Я думаю, свобода, так здорово. Только на 3-й день мы поняли, Павел, может быть, надо поклониться Господу. Мы стали славить Его. И Господь дал нам выйти оттуда. Мы тогда служили с Ладьяевым, и Он позвал нас к себе. Это другая история. Друзья, когда все идет легко, тогда, возможно, это не Господь. Когда ты призван, и здесь внутри есть голос, и все против тебя, но здесь ты знаешь, это проверка от Господа. Это проверка от Господа. Будь верен, не сдавайся, послушай голосу, который есть внутри себя. 95-й год, мы уже с реки здесь, насовсем. Это, конечно, был шок для нас. Россия, март 5-го года, 1 неделя, нет огурцов, следующая нет помидоры. Столько всего вообще просто новое для нас. Апрель месяц, видим, солнце светит, мы в футболке, в джинсах, вышли на улицу. Все здорово, лето есть. Где-то в городе находится, снег идет. И вот мы были, но у нас был ключ от Господа. Он нам сказал, начинайте служить снизу. Мы не пришли для того, чтобы быть боссами. Для того, чтобы сказать, Россия, вот так надо делать. Я тебе честно говорю, что когда мы попали в церковь Ярославль, то, что мы увидели у христиан там, мы поняли, что мы знаем учение. Они еще не знают учение, но они этим живут уже. Они больше получили в те годы от церкви, нежели мы могли давать церковь. В те годы ты говоришь христианину, хорошие часы у вас, просто комплимент. Он говорит, ой, тебе нравится, возьми. Хорошая картина, вам нравится, возьми. Я понял в те годы, опасно дать человеку комплимент. Да? Я не хочу сказать ему, слушай, у вас хорошая машина, вот ключи, возьми. Вы понимаете, чудесно. И так Господь нас благословил. В 96 году мы никогда не собирались быть пасторами церкви. Наше видение быть это до сих пор церковь в каждом городе и селе России. Церковь в каждом городе и селе России. И наши глаза увидят этого. Но в апреле 96-го Господь сказал, что вы должны начинать церковь в Москве. Потому что через эту церковь Господь поменяет сердце России, Москву. И эта церковь будет база для открытия новых церквей по всей России. Я хочу вам сказать, вы команда. Вы команда. Мы не можем сидеть на месте. Есть не только Нерехты, но есть поселки, города по всей России. А команда, чтобы их достигать. Дорогая церковь, это вы. Это мы с вами. И так мы видим, как Господь нас благословляет. 98-й год, рождение Виктора. Когда мы познакомились? Это был 96-й, наверное, да, 96-й. Начало церкви, Иисус Господь. МИДу, иностранные дела, визы. И мы в течение года не могли получить визу. Но вы знаете, в 98 году пророк смотрит на реку, и еще не видно, что она беременна. И пророк говорит, ты беременна. И когда родится твой ребенок, то будет взрыв у вас в служении. И когда Виктор родился, я до сих пор не могу описать словами свое отношение с Виктором. Вы знаете, до сих пор, ему сейчас 12, так мы общаемся, так мы любим друг друга, как вчера ночью снова. Он уже почти спит, я там стою, благословляю, молю за него. Он снова открывает глаза, говорит, папа, я так люблю тебя. Я говорю, Виктор, я так люблю тебя. 12 лет, уже здоровый мальчик. Когда родился Виктор,
я думал, что я понимаю любовь Отца. Но до сих пор, через Виктора я понимаю, я готов делать все для Него. Тем более наш Небесный Отец. Он еще больше любит меня, нежели я своего Виктора. Это любовь, друзья. И Его любовь к нам дает нам уверенность и утверждение в жизни, чтобы нигде не искать. Мы утверждены, потому что Он нас любит, и все. И тогда родился Виктор в декабре 98-м, и была первая школа служения у нас по открытию церквей. Мы не знали, сколько это будет стоить, мы ничего не знали. Я тогда был в ЮАР, молился, Господь, сколько будет, какой бюджет должен быть у нас? Он сказал, $10 000. Нет этого. И Господь дал все эти финансы. И так бюджет был $10 000. Мы привезли людей из разных концов Советского Союза. Мы платили им даже за квартиру. Платили за няню кому-то, да, чтобы сидеть с детьми. Мы все оплачивали. Это была первая школа. Оттуда все началось. Новой церкви. Следующий круг. 3 школы служения одновременно. Новой церкви. Следующий круг. 5 регионы одновременно школы. И до сих пор продолжается. Разное служение стало развиваться. Но все время я хочу вам сказать, что источник, база – это церковь. Церковь здесь – это вы. И все развивается. И тогда, январь 2009 года, 1 января, как наступил Новый год, я встал, я проснулся, Господь сказал Азии. Я пошел, взял карту Азии, и все началось. Он сказал, время для Азии настало. Это был 1 января 2009 года. И до конца этого года родилась Kingdom Global India. Прямо сейчас идет служение в Индии. Вчера один пастор из ЮАР там послужил. Было больше 100 пасторов на пасторском собрании. Было собрание евангелизации, 300 человек. И хороший подарок мне на день рождения. Он завтра летит в Пакистан. И наконец-то начинается наше служение в Пакистане. Я так рад. Кто любит Пакистан? Я так рад. Город Лахор. Прошу вас молиться. Именно завтра начинается. С одним пастором, там записка идет, я не говорю, как его зовут. С одним пастором в городе Лахоре мы давно общаемся. И так удивительно, что, кажется, его брат работает с Уитинхау, с которым мы работаем в Сингапуре. Смотрите, Москва, Пакистан, Сингапур. Один говорит, мир тесен, другой говорит, вели Господь. Он все так строит, он все так строит. Если он строит свою церковь, то врата ада не деляют ее. И переименовало служение Mission Russia, сейчас Kingdom Global, глобальное царство. В этом году Индонезия начинается, в этом году Кения начинается, в этом году Китай начинается. Но тем не менее, Москва. Я хочу тебе говорить о Москве, что с 96-го года, как я впервые здесь молился, то Москва живет в моем сердце. Ты знаешь, есть момент, когда человек чем-то занимается, потом оставляет, да, это временно. Но есть что-то другое, как истребитель, который нацелился на определенный цель. И раз он нашел и нацелился, то он никогда не отпускает ее. И когда есть прекрасные основания, то столько вложено, что мы будем дальше двигаться. Мы увидим 1 000 000 в Москве. Мы увидим. Кто верит со мной? Умножение, друзья, умножение. Не служение одного человека. Но если есть 100 человек, которые будут на 100 крат умножаться, то сколько получается? Математики есть? 100 на 100? Спасибо. И еще раз на 100? Громче? 1 000 000. Значит 100, которые на 100 крат умножается. Матфея 13, 23. 10 000. Еще раз на 100 крат. 1 000 000. Какие проблемы? Велик наш Господь. Вы со мной. Ничего меня больше не радует, когда я вижу, как люди также ведены Духом Святым. Еще один человек. Я молился, Юлия, чтобы у тебя были на 100 крат плоды. Молюсь, чтобы у вас были на 100 крат плоды. Марина на 100 крат плоды. Оля, Андрей на 100 крат плоды. И это будет из-за того, что мы пребываем в Него. Иисус все для нас.
Я здесь, потому что я люблю Его. Ты здесь, потому что ты любишь Его. Мы говорим сегодня, Иисус на троне нашей жизни. Сейчас много впереди, будем продолжать служить Ему. Но из-за близкого хождения с Ним. Давайте встанем вместе и помолимся. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь хлеб, Отец. Ты даешь хлеб, Бог мой, вкусный хлеб, пышный хлеб, Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь себя через юго, Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Отец, спасибо Тебе, Господь мой, спасибо Тебе, Отец. За то, что слово, которое мы слышим, которое Ты даешь, Господи, через юго, приправлено солью, Бог мой. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Бог мой. Господь, спасибо Тебе. Во имя Иисуса Христа. Юга, и в сердце своем слышишь слово от Господа. Господь говорит, что тот виноградник, который я доверил Тебе, ты спрашивал меня, я показывал тебе, как ограждать, как подвязывать виноградник, подвязывать лозу. Я вижу, что Господь, Он берет эти плоды, берет ягоды, берет виноград, и для Него, и Ему приятен вкус этих ягод. Я вижу, что Господь говорит. Так как ты был верен в малом, подобрался Jesus в своем винограднике. Господь, спасибо Тебе. Я вижу, что Господь доверяет Тебе. Господь говорит, я доверяю Тебе. Jesus, мои сады, мои виноградники, я вижу, что это большие плантации, большие виноградники, большие участки. Jesus, на множество гектаров. Jesus, я буду посылать росу свою. Jesus, я вижу, что в этом винограднике люди разных национальностей едят плоды. Jesus, их глаза после этого обращаются ко мне, говорит Господь. Потому что эти люди понимают, эти различные люди различных национальностей, они понимают, что это пища, данная Господа. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Отец, спасибо Тебе, Господь. И Господь говорит, что я даю Тебе привилегию устраивать мой виноградник. Да, Господь. Я вижу, что Господь говорит, что Он через Тебя призывает и говорит, придите и будем вместе трудиться в винограднике. И те люди, которые будут слышать голос Господа, говорящий через свои уста, они будут приходить и подвязываться. И они не будут искать своей славы. Они будут подвязывать этот виноград, они будут служить, но они не будут искать свою славу. Я вижу, что они увлечены виноградом, они увлечены работой. И сердца направлены к Господу, обращены к Нему. Это не те люди, которые что-то делают для своей славы, для себя. Такие люди, они будут чувствовать себя потерянными, потому что действительно внимание на них нацелено. Она работает на труд для Господа и на Господа. Господь, спасибо за то благодатное служение. И я слышу, что Господь говорит, что Он дает тебе благодать. На благодать. На благодать. For the blessed children got this practice. For the blessed Jesus, come on the blessed Jesus. Исполнять труд. For the blessed children got this, come on the blessed Jesus. Осуществлять труд мой. For the blessed children got this, brother Jesus. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Отец. Господи, мы склоняемся и смиряемся перед Тобой, Бог, мы перед Твоим Словом, Господи. Господи, мы хотим трудиться, Бог мой, во имя Иисуса Христа. Я нас честь служить, Господи, Тебе.
Твоим детям, в Твоем винограднике, Господи, Да, это Господь. честно служить Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа, все для Твоей славы. Все, Господь, для благословения Тебя, Бог мой. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Аминь. Аллилуйя. Отец, вот мы, дом Твой. Мы дальше двигаемся. Земля чудесных впереди. Благословим Москву. Пусть у каждого будет видение внутри себя, чтобы он увидел Москву преображенного, Москву спасенного. Город совсем по-другому. Господь, мы провозглашаем десятки тысяч и сотни тысяч домашних групп по всему городу. Когда каждый человек имеет свое служение, и он служит людям. Он служит людям, он поднимает людей, чтобы они были учениками, чтобы они стали учениками Иисуса Христа. Пусть пойдет движение умножения. Движение умножения. Мы провозглашаем вместе движение умножения во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте восдаем Господу славу здесь. Слава Тебе, Господь. Прошу вас продолжать молиться за Пакистан, молиться за Индию в эти дни, молиться за наши саммиты, которые будут в апреле. Будет большое ускорение в открытии новых церквей с апреля месяца. Большое ускорение. И будут саммиты. Если вы знаете еще каких-то